панорама с Эвереста. Дорогие земляки, сегодня, 23 мая 2021 года, я нахожусь на вершине высочайшей вершины мира Эверест. Это восхождение посвящаю столетию нашей республики. Процветание ей, а вам, дорогие, успехов, здоровья, благополучия вам, семьям вашим, удачи во всем, берегите себя. Для одних столетний юбилей Республики Коми – важное событие, особенное торжество. Для других – просто красивая дата. А для Георгия Шулепова, нашего земляка, альпиниста и путешественника, это символический повод, чтобы исполнить свою главную мечту – взойти на Эверест. Мечта любого альпиниста, как спортсмена, наверное, все-таки большинства, по крайней мере, это зайти на самую высшую точку планеты. Она у меня 23 мая 2021 года осуществилась. И я туда таки залез. Эверест — это все-таки такая гора, с которой шутки плохи. А статистика, против нее ничего не скажешь. И если там суждено погибнуть такому-то количеству людей, они там и гибнут. Поэтому это серьезные высоты уже, самая высокая гора. Шутки с ней шутить нельзя, надо относиться уважительно. Но вообще горы — это такая вещь, они как живой организм для нас. К ним надо относиться как к любимой женщине, как к чему-то такому трепетному, скажем так. Почему нет, говорят в альпинизме, слова «покорил вершину», да, нет такого в альпинизме, это табу. Считаю, что вот гора мне позволила взойти на себя. Восходители, говорят альпинисты, но никак не покорители гор. Само восхождение на Эверест что из себя представляет? Эверест — это высота 8840 метров. Чтобы подняться на такую высоту, необходимо пройти акклиматизацию. То есть это плавный подъем к привыканию организма к недостатку кислорода и пониженному давлению. А сама экспедиция, она представляет из себя что? Есть столица Непала, Катманду, куда залетают все, там все собираются. И вот оттуда уже начинается так называемый маршрут. Выход в город с аэропорта Катманду. Сейчас будем смотреть, где наша братва. Ну вот, нас и встретили. Наша братва. Сейчас в автобусе грузимся и едем. Вот это вот Дурбар-Марк, это Королевская улица. Это главная улица Катманду. Светофора в городе вообще нет в 2 миллионнике. Но аварий очень мало. Удивительно. Сейчас мы будем подниматься к храму обезьян. 365 ступенек. Привет. Привет. Залезли на верх храма обезьян. Внизу город Катманду. В такой дымке находится постоянно. Один из самых грязных городов Земли. Сейчас вот по преданию надо 3 раза обойти эту штуку, чтобы не переродиться в будущем в какое-нибудь более низкое существо. Крутим вот такие барабанчики. Местные скалолазы. Рынок Катманду вот состоит из таких массы маленьких улочек, в которых здесь все развешено. Вот такие маленькие улочки. Будни Катманду. Сегодня, кстати, у них Новый год. 12-14 апреля наступает 2078.
большинстве случаев дальше идет вертолетная заброска уже в ущелье само, именно горы Эверест, скажем так. Забрасывается группа туда, и потом начинается медленный подъем с ночевками на высотах. Акклиматизация — это такая, знаете, состояние пилы, скажем так. Надо подняться высоко, потом спуститься, переночевать, привыкнуть к этой высоте, потом опять подняться, спуститься. И вот так вот эта пила с нарастанием, она идет, и плавно надо дойти до базового лагеря. Вот так, на лошадях, на ишаках, на яках. И поднимают грузы вверх в базовые лагеря. Такие милые ослики. Говорят, вот так вот здесь носят грузы. Не только лошади, но и люди. Я представляю, здесь не меньше, наверное, 50 килограмм. Вот пошла трекинговая тропа. Мы по ней завтра идем в Намчи-базар. Сегодня будем жить в этой гостинице. Кстати, очень интересно построены дома без цемента. Просто подогнаны камни очень плотно друг к другу. Две наших первых вертолета прилетели. Еще должны подлететь 2. Сегодня это первый мостик. Акклиматизация маленькая. Поднялись в монастырь. Вот такой большой Тулу Гомеля. Договорились, что нам дали поснимать. Немножко вот Будда у них. Здесь там поселок такой, Намчи-базар, очень интересный, там школа, детки бегают. Альпинисты ходят с языком на плече, а дети там бегают, они просто вот носятся и все. Там бар шикарный есть, там цивилизация уже, это последний населенный пункт, большой, на высоте он находится где-то 3200, там мы отдыхали. Утро 17 апреля. Вид из окна нашего отеля на Намчи-базар. Красивые вершины, окружающие нас. Ну вот мы увидели нашу Джомолунгму. Вот она. Вдали за хребтом Нубдзе. Да. Это Лхотзе, куда нас пойдет часть группы. Ну а вот это над крышей соседнего отеля красавица Мадаблан. Ну вот, ну на сегодня наше место. Называется Дингбоче, высота 4400 метров. Здесь мы сегодня ночуем. Вот это наш сегодняшний отель. Раз, два. Оп, И сразу 3. оп, и все. Шикардос. Дингбоче сверху. Вот такая вот обстановка. Высота сейчас сколько, наверное, где-то 4600 где-то, да. Вот Артем у нас закутанный. Снег. Да. — 19 апреля. Остановились в Тукле пообедать. Высота 4620 метров. Здесь вот много вот табличек. Пойдем посмотрим, что как. Фотографирую. Много людей осталось здесь навсегда. Мемориал известному альпинисту Скотту Фишеру. На основании гибели его группы снят известный фильм «Эверест». Ну, сейчас 6 утра 20 апреля 2021 года. Вот за этой горой Нубдзе находится именно вот там гребень Эвереста. А вот там чуть дальше по центру наш базовый лагерь, откуда мы будем делать восхождение в Джомолунгму. Ну что, други мои, как идет, Эдик? Супер. Тёма
Вот. И не говори. Мы туда идем. Сегодня на ночевку 5600. По этим камушкам тихонечко. Все наша группа и соседняя какая-то. 21 апреля. Вот, хотели подняться на 5600, но поднялись всего на 5200. Здесь будем ночевать, ждать погоды. Так, сегодня мы идем. Девчонки ползут. Вся наша группа. Погодка не очень, да, Дань? 23 апреля. Шикарнейшая погода, не то что вчера, но сегодня отдвигаемся. Сейчас через 15 минут в базовый лагерь Эвереста. Как раз пойдем в то ущелье. Вся подготовка. Шерпы грузятся, несут. Вот Людмила коробешкой стоит. Вот наша Талабуча, на которой мы не смогли сходить из-за погоды. Вот мы идем по пути к базовому лагерю, да, где-то час остался находиться там. И такие красоты. Вот это Нубза, мощь, ужас. А если посмотреться, вот по центру маленький там треугольничек с облачком, это как раз Эверест. Ну, мы подходим потихонечку. Вон это наши палатки. А это, в общем, базовый лагерь Эвереста. Вот это ледник, он потом заворачивает туда. Ну и вот, потом наверх, самый. Мы прибыли в базовый лагерь. Нас встречают босс, шерп, вся команда. Базовый лагерь 5400 на высоте находится. До него идут где-то 8 дней. То есть 8 дней плавненько идешь по тропкам, куда-то поднялся, что-то посмотрел. И тебе надо привыкнуть. Когда приходишь в базовый лагерь, 10 метров пробежать невозможно. Сердце уже выскакивает из груди, потому что тоже большая высота, многие не доходят даже до туда. Зато через месяц проживания в базовом лагере ты уже там бегаешь вокруг этого лагеря по леднику и как-то себя относительно неплохо чувствуешь. И вот базовый лагерь — это основная точка старта, откуда все начинается. То есть до него еще дойти надо, там это постоянная кухня, там вот баня постоянная. Мы стоим на леднике Хумбу, уже вечереет, холодает. Это наша столовая. Это моя открытая палатка. Вот. Шикарные горы, вот он сам ледник. И наша вершина вот там вдалеке видна. Джомолунгма. Будем идти вот по этому леднику. А это у нас вот 2 душа здесь будет. Виды, конечно же, ну просто обалденные. Столовая. Вадик, тебе нравится в столовой? Отлично все. Вот так мы будем здесь питаться. Шикарно. Купольная палатка. У нас утро, 24 апреля, 6 часов утра. Мне что-то сегодня не спится. Я решил выйти погулять и сделать зарядку. Вот. Видео поснимать из базового лагеря. Шерп уже проснулись, готовят кушать. Вон там стоит куча палаток других лагерей. Это вершина Хиллари, а вон за ней торчит Эверест. Кусочек самый верх. Наш лагерь огромный, большой. Это вершина Нубза. А после этого ты начинаешь плавное восхождение уже выше. После того, как мы в базовом лагере дня 4 привыкли к этой высоте, у нас был следующий выход акклиматизационный на высоту где-то 6200. То есть нам надо было пройти ледопад, вот это самая опасная вещь, ногами все это пройти, переночевать на высоте. Как он называется? Хумбу. Хумбу. Там ледник Хумбу и ледопад Хумбу его называют. И вот мы когда поднялись наверх, мы там тоже пожили день, привыкли, поднялись еще выше на 7 километров, переночевали без кислорода, это все еще было на 7200, и мы потом начали спуск вниз уже в лагерь.
не в базовый лагерь, а даже ниже. То есть перед самим штурмом восхождения надо очень хорошо дать организму отдохнуть. Залез на одну вершинку сегодня, 27 апреля, называется Калапатар. Вид, конечно, отсюда шикарный, но Эверест никак. А вот печок открылся. Вон там внизу наш базовый лагерь, а вот наша вершина, на которую нам предстоит зайти. Ух, красота. Спускается, во, профессионал. Опачки! Общее время 3 месяца, получается, ты там Нет, был? у меня общее время было 62 дня экспедиции. Получается, вы не мылись там 2 месяца? Почему? Нет, что вы, там не думайте, что совсем так плохо. Там бы отваливалась грязь. Нет, есть там понятие базовый лагерь. В базовом лагере ставятся большие такие, похожие очень на армейские палатки. В них топится на газу, который заносят шерпы, носильщики, газ. Большие чаны, в этих чанах топится вода. Нельзя назвать бани, конечно, веником там не попариться, хотя и такое можно, наверное. Если бы веник я знал, я бы туда привез, в следующий раз привезу. Коми-веник. Коми-веник, да-да-да. И там моешься. Заходим вовнутрь. Смотрите, у нас замечательнейшая, но очень примитивная система. Мы берем... Давайте кого-нибудь помоем. Показательно. Доктор хотел. Товарищи, мы берем тазик. У тазика есть вот такой вот кувшинчик. Здесь у нас 2 кастрюли. Из одной, только из одной, мы наливаем воду. Выбираем самую горячую. Да. Как только мы налили, мы заливаем холодную. Да-да-да. Вот, налили, разбавили холодной водой, налили на себя, потерли где надо. Все получилось. Вот, ушли. Да, конечно. Хочешь сидя, ходишь стоя, как тебе нравится. В базовом лагере только когда днем выходит солнышко, более-менее тепло. Остальное время там все-таки холодно. И если ты не вытерся, простудился, то все, экспедиция срывается. И поэтому к этому относятся там очень-очень аккуратненько. То есть ходят только в теплую погоду. Я, допустим, мылся, наверное, раз в неделю. Никто не отменял там влажные салфетки, допустим, да. У нас палатки были теплые. Там у нас у каждого участника была своя палаточка, где был коврик электрический. Первые полночи он греет нормально. На солнечных батареях там, да, все делается, либо генератор. Огромный лагерь. Очень большой. А вот это мой дом. Больше, чем на месяц. Причем очень уютно и классно. В спальниках же постоянно спишь. Но так, да, это все-таки экстремальная экспедиция. Я не считаю, что там должен быть комфорт на каком-то высшем уровне. Зачем? Не надо. Вот ледник. Завтра у нас занятия. Послезавтра уже нам надо. Прошли основную часть ледопада Хумбу. Вон там внизу наш. У нас наступило утро. Число не помню, по-моему, 27 апреля. Мы ночевали сегодня на высоте 6100. Там внизу наш лагерь. Там по море. Вот такие виды нас окружают. В этих палатках мы сегодня спали. Там Нубцы огромная стена. А идти нам дальше вот туда. Последний картоподъем на леднике у нас. С вершины Нубдза идет лавина. Сейчас. Сейчас все в пыли будет. Спуск большой.
Трещина. Вот. Фу. Подъем. Утро 30 апреля. Мы на высоте 6500 метров ночевали сегодня. Сейчас потихонечку одеваемся. Основные вещи оставляем здесь в лагере и двигаемся в базовый, дня на 2 отдохнуть. Вот, кстати, наша вершина Эверест. Самой главной вершины не видно, вот справа это южная вершина. 2 почти с половиной километра набора еще. Это жесть. Вон, как бегают. Снимаю маршрут, по которому пойдем. Это Алхоззе, это Нубзе. Вот брат, наш Шерпа. Базы. Наверное, лагерей стран 15, я думаю, здесь есть. Сейчас у нас начинается буддийский ритуал пуджа. После него только разрешается всем шерпам делать восхождение на высочайшую гору планеты Сабармата или Джомолунгма. Сейчас вот это все будем смотреть, что как. Интересно, необычно. А после этого плавно идет набор высоты. Уже идет на восхождение. Восхождение занимает от базового лагеря 5 дней. Чтобы попасть в погодное окно, надо запланировать так, чтобы через 5 дней у тебя был день штурма. Иначе по-другому туда не попасть. Ты не попадаешь, а организм на высоте свыше 7 он просто не отдыхает. И если у тебя появилась возможность туда зайти, ты заходишь. Если нет, спускаешься вниз. И больше шансов второго нет. Из всех гор вообще, какие существуют на планете, Эверест — это гора, на которой создаются пробки. Там же иногда людям становится плохо, а когда становится человеку плохо, вот на таком гребне, он сел, и чтобы его обойти, это надо время, там 1, 2, 3 человека, а кислород там расходуется постоянно. И ты должен понимать и всегда смотреть, сколько у тебя кислорода, хватит ли тебе того кислорода. Там можно простоять в пробке несколько часов, не дойдя до вершин, допустим, 100 метров. И надо думать, когда выходить. Вот, допустим, мы на штурм выходили с промежуточного лагеря в 11 часов вечера. И то, кто медленно шел, они выходили в 8 часов вечера. И мы упирались в них. И когда обойти невозможно, это очень сложно, ты стоишь и ждешь. И вот представляете, там ветер колоссальный такой, что если не за веревку, тебя просто бы снесло. Мороз жуткий, все мерзнет у тебя. Ты стоишь вот с одним фонариком в ночи и не можешь ничего сделать. А кислород заканчивается. Вот наш путь сегодня еще. Я думаю, часа 3. Вон на вершине Эвереста.